Доброе утро. У нас появились соседи. Приехали в 4 утра. Попали в жуткую грозу, в дождь. Соседи. Вот теперь у нас вот так вот 2 домика. И даже есть мячик. Видимо, мы будем играть. Погодка классная. Не жарко, не холодно. Комаров не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Вообще вчера очень интересно было. Ой, по камушкам больно. Вчера сколько мы останавливались, когда ехали, комаров не было нигде. Кроме одного единственного места на кордоне, где вот сплавщики. Там просто нас облепили и заели. Мы собираемся поехать покидать спиннинги куда-нибудь туда. Потому что здесь рыба никогда не ловится. Если только отойти вот туда куда-нибудь в заводь. Там щуки были раньше. Вот там окуня были. А вот там линьки. Нам много рыбы не нужно. Там какой-то лес мертвый стоит. Неужели там пожар был? Вижу отсюда. Вот. Совсем мертвый лес. Видимо, все-таки горело там. До этого никогда не видела, чтобы там что-то было. Он крепит крепление для GoPro. Антон, ну ты, блин, сегодня будешь в кадре секси. Я чулки еще снял. Чулки снял. Уже выход с чулками это. Вот такой маленький, но очень уютный островочек. Очень красивая приманка. Но рыба не клюет ни на какую. Оказывается, у нас бывают вот такие огромные тополя. Я даже не знала. Ростом почти с елку. Интересно, сколько там метров в нем? Вот в елке сколько метров? 30? Больше? Блин, наверное, с 9-этажный дом, да? Да, наверное, метров 30 есть. А рыбы по-прежнему все нет. Стоим, ждем. Сидим, курим, блин. Сейчас он там на перекате будет. Стопудово. Надо маленькие эти одевать, вдруг там хариус. А балерина, он камушки вытаскивает. Господин балерон. О, бля. О, тапок уплыл. Как вот так? Это не мы. Не надо их достать. Нормально? Нормально. Рома, ты что там? Там уже вылезать, Зацепился? наверное, надо. Хера себе. Чайки ржут над нами, вороны ржут, а теперь еще кукушки кукужут. Так, Рома зацепил большую рыбу. Эх,
Распылись. Операция по спасению рыбы продолжается. Рыбы или ромы? Нет. Это зараза какая. Крепко прицепилась. Ну все. Хирург сказал резать. Теперь операция по спасению тапка. Спасение. Блесну спасли воблера. Теперь спасаем тапок. Оп. И все. Не зря взяли. Дай багорчик. Выросли. Чистим. Пробуй-ка. Все, заходи. Так. Ну. Сегодня вот беляши и А тот, который потоньше, такой... оленина будет в сливочном соусе. Ну, прям охуительно. А пока что? Вообще, прям пиздатый. А пока что вот так у нас. Ты сказал, вот. Что-то там они не докачивают. Если в парлях 0,345. Вот и 45, правильно получается. Так не надо кричать, да. Так, а у меня бока 0,3, у меня днище 0,35. Ну вот. Так. 0,35 это вот. 0, это вот Ну, так я где-то должно быть. 0,33, но Это ты днище много добавил. 0,35 ставлю. Вот пятерку ты должен ставить у себя. Да подожди, это я сейчас зайду. Они у нас что-то украли. Вот, надо отойти. Ой, я тебя боюсь. Антон, а что бы ты без Тани делал? Я, наверное, умер бы еще в 2007 году. Наверное. Для истории что-нибудь скажи, а если как пизданет Вов, а куда тыкать? В правую или в левую? посередине, вот тут. Вот в эту? Антон, я воткнула. Что, не подходит? Нет. Пускай. Ты сколько поставила? Там ничего не трогала, 0,35. Не, 0,3, борта у меня 0,3. Тут 0,35 стоит. Ну 0,3 поставь. Сейчас он считает. 0,31 Что, они все время там что-то качают. То там, то сям. То сям, то там, то там, то сям. Мальчик в трусиках Вот как тут ходит. помазка тут. Серьезный парень. Просто. Раз, два, три. Раз, два, три, поднимаем.
В этом месте дрон отказался лететь дальше. И именно в этом месте несколько лет назад мы утопили предыдущий наш дрон. Как будто какая-то аномальная зона, что ли. А? Видите? Не фертите. Вот наоборот. Пускай они найдут лицо и напишут. Ну типа, видно же, что это лицо. Видно, конечно. А здесь И там видно лицо. какой-то дядька. Джентльмен, дамы и господа, мы готовы к взлету. Сегодня вас приветствует наш старший пилот Светлана Пианиновна. Пользуйтесь нашими авиалиниями, не забывайте про бонусную программу. Желаю вам хорошего настроения. Короче, как всегда, телефон лежит в палатке. А тут каждый заброс окунь, каждый заброс окунь. Но я их выкидываю, потому что куда их? Завтра они нам не нужны. Сегодня у нас вообще рыба соленая. Есть уже щука. Не знаю, сейчас поставлю камеру включенную. Посмотрим, будет, не будет. Ну а пока мы с вами рыбачим, хочется сказать огромное спасибо всем, кто смотрит наши фильмы, подписывается на нас, комментирует нас. И неважно, хороший это комментарий или плохой, ведь каждое ваше действие в нашем аккаунте приводит наши фильмы к наибольшим просмотрам. Поэтому именно сейчас вы можете поставить лайк или написать комментарий.
Также не забывайте нажать колокольчик для того, чтобы установить уведомления, и тогда вы не пропустите ни один наш фильм. Следующее наше видео будет о рыбалке на реке Лена, где будет много осетров. Видно, интересно, нет? Камера-то. Средненький. Все. Вот там вот что огромное скачет. Опять идет. А такой побольше. Большенький товарищ. Как ты так засадил-то себя? Офигеть. Здоровый. Коняка. Вот ты коняка.
фонарик бы, блин. Ну, придется тебе что ли брать, нет? Ну, ты выйдешь, нет? Ну, посмотри, чушь. Тихо ты. Доброе утро. Проснулась, а у меня тут такая собака сидит. Стул стоит, тень. Щенок, как будто. А, такая красота. Кое-кто уже сходил, порыбачил. Ничего не поймал. Пошли туда, где я всю ночь там ловила. Здрасте. Здрасте. Я думаю, с кем ты там у меня молитвишь? Тут кое-кто уже собрался завтрак готовить. Суетологи спать не дают людям. Встали с утра пораньше. В 4:30, блин. Время-то сколько? И ходят, А? и ходят Время? тут, и ходят, и ходят. Покоя никакого. Вот оводы прилетели уже. Почему у нас такой потолок грязный? Потому что от костра закидала его. Да ты чё? Доброе утро. Страна. Так. Яйца-то нашли? Яйца нашел, Ром? А где они были? Я не Ну, знаю. в твоем чехле ищи свой чехол. Кажется, подо мной. Под тобой, да? Подо мной, кажется. Ты наседка? Наседка. Завтрак от Антона Геннадьевича. Жареная колбаса с яйцами. Под куриными яйцами. Под куриными яйцами. Ты весь десяток туда хочешь высадить. Почему? Не знаю, Чё? просто. Тоже холестерин. Рома, ты скорлупу ждал, тебе куда-то она нужна? Выкинуть просто? Ну, а потом. Че, давай ты туда порублю. Ты это просто где-то там на лугу собрал? Или это нормальная зелень? зелень? На полу валялась. Заколебали, блин. Это что, 4 яйца кому оставил? Вове? У него свои же есть.
Он сказал, с собой не взял. Не взял, да? Красота. Что? Будешь? Лимончик. Он зеленый. Вкусно тебе, деточка? Очень. Он говорит, будем завтракать на веранде. С видом на реку. Солнышко прям тепло уже. Поехали еще покидать. Всю ночь здесь плескались большие какие-то рыбы. Или крокодилы, не знаю уж кто. Утки летали. По 4 штуки. Прямо над рекой. Так крыльями шумно они делали в темноте. Ага. Водичка прозрачная. Рыбку видно, но рыбка не клюет. Какой-то зверь плывет. Вот, наверное, кто плескался-то. Андатра. Ой, какая она большая. Здоровая. Быстро так плывет. У нее хвостяра, блин. Классный такой. Толпа окуней. Не берут. Интересно, куда он плывет? По делам? Выходной же. Бабушки в деревню. Оп, все, в кусты ушел. Еще одна. Че они туда все поплыли? Что у них там за дела? Столовка. Там плотину, может, строят. Бобры. О, куда он исчез? Не вижу. А, вон он, в кустах. Ну вот рыба плещется. Короче, они рыбку здесь ловят, видимо. У них клюет. У них клюет. Эй! Нифига у тебя мордаха. Вообще быстро плывет, да? Торпеда. Трин-трин. Показал бы, как рыбу ловишь. Все, пока-пока. Хороший остров. После себя оставили порядок. Весь мусор, который сжигается, сожгли. Который не сжигается, забрали. И чистенько. Теперь держим путь домой. Время 10:09. 10:09. Покажу еще раз Ласточкино гнездо. Там у них сейчас есть домики гостевые. Можно приехать, остаться, переночевать. Окунёка, ты нам не нужен, если ты не отцепишься. Давайте. Сейчас пусть поплавает. Ты нам не нужен. Якутский окунь. О, ну-ка, ну-ка. Ну, маленький. Ну, Маленький. такой. Подросток. Теперь прыжок выполняет Туда кидай подальше. Он сейчас как маханет там своим хвостом. тренер Антон. Давай. Давай быстрее. 8 очков. Бедный. Сколько много здесь туристов. Это что такой шатер? Обалдеть. Это
как какое-то тут, видимо, это... Народу полно на каждом острове. Везде лодки, везде палатки. Очень много народу. О, сплавщики. Раз, два, раз, два. Ай, молодцы. У-ху-ху, ребятишки. Привет, привет. Ой, классно вообще, столько детей. Вот у них воспоминаний будет на всю жизнь. А дальше опять лодки, палатки. Сколько много тоже. Привет. И еще одни. Обалдеть, если посчитать почеловечно, да? Все рыбачат. Тоже ребятишки. Детишки, ребятишки. Привет! Стоит, голову вытянула, шею, то есть полетела. На каждом берегу, на каждом островочке. Рыбачат.
На кордоне нужно обязательно отметиться, что мы выехали, чтобы не думали, что мы там остались. Вот тот абакан, который андатра прогрызла. Ой, ой. Все. Вот мы выходим в Лену. Наше маленькое путешествие подходит к концу. Сейчас пересечем реку. Что за дымка над рекой? Дымом не пахнет, как будто туман или что это. Ну вот и все. 10 минут, и мы на берегу. Замечательно. Сколько машин тут много. Машину ставили на частной территории. Эти автобусы, наверное, детей ждут, сплавщиков. Хотя, что они будут так долго ждать? Супер! Да, почти. Там все. Поехали вперед. Ой. Она поднялась там теперь вот так расстояние. А что ты? Тут как вот поставь его. Полет. Он же переживает, что это твоя машина. Ну что ты рыгойся? Или ты дюбу-дюбу-дюбу-дю? Сейчас покажу маленько стоянку, на которой оставляли машину с телегой. 600 рублей Антон заплатил за 2 суток, получается. По 300 рублей, по всей видимости, сутки. У них под видеокамерами тут все. Вот так. Этот домик сдается. И машины ставят, оставляют здесь, кто уезжает на тот берег. И вот прямо сразу же тут спуск или подъем с воды. Вот такая здесь история. Люди не боятся машины оставлять на дороге. Бревна какие-то. Неужели нельзя убрать? Или они специально это делают? Почему? Это льдом принесло? Нет, ну я понимаю, ну тут же, блин, люди живут, работают. Стоянки у них тут платные. Ну раздвиньте вы эти бревна, в конце концов, распилите. Срач такой. Алло, привет. У них тут всю жизнь срач был. Все, мы загрузились сейчас. А там связи не было.
конечно, что тут вообще творится. Ну все, могу выехать. Поднимаемся наверх. И опять на той площадке, да, разворачиваться. Сюда хрен вывернешь, там такой угол. Лодочная станция, блин. Хоть бы в порядок бы привели эту лодочную станцию. Я не вижу, вот такая красота сверху. Справа чисто. Пока-пока, речечка. До скорой встречи. Просто тоже вот тут вот домики сдают, тут не искупаться, ничего, да? Просто так возле речки сидеть. Интересненько. Все пока в угнехтах. Цветы собирают. Нарву цветов и подарю букет. Это ядовитые цветы, Вовочка. Еще больше людей. По старой схеме мы заезжаем на Артодайду покушать шашлычка. У бабушки у этой мы уже не берем шашлык. И у нее уже все знакомые никто не, ну, из знакомых никто не берет, потому что что-то как-то, ну, хотя там народу много у нее сидит, потому что как-то не очень у нее. Ну, здесь у мальчишек берем, у них вкусненько. Контроль в спину. Все занято, блин, парковки нет, да? Диапазон К. Вот так вот что вдоль. Фига, говорит, у вас якутский жара. Как-то мы, блин, одетые, конечно, как бичи, вот так вот. Ну ладно, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Не всем же красивым ходить. Да, Рома? Я говорю, как бичи, но не всем же красивым ходить. Да, мы сломали все машины. Целая куча народа. Все там уже видел, были в национальных платьях. Вон они точно, СХ здесь. Ну, это, видимо, эти хангаласские улусы, ага. Здесь проводят, скорее всего. Смотри, сколько машин много. И главное, люди пришли в кафешку кушать. Вот всегда мы делаем все вовремя. Да. Потому что если бы мы поехали вечером, и вот это вот все разъезжалось, мы бы задолбались ехать. Поэтому я встал в 5 утра, да, спокойно собрались, все, поехали. Че ты, ну, давай, в тележку. Ну, ты туда давай прыгай. Это твои знакомые были? Потешные, да, друзья? Потешные. Кстати, забыла показать дорогу. Покровский тракт после Табаги. Подъем. Мы сейчас, правда, спускаемся. Туда ехали. Я под впечатлением была. Забыла снять. Такой объем большой. Видимо, расширять будут. Какой-то тут объезд делают. Долго очень. Почему нельзя было сделать, блин, все это вовремя? А сейчас вот эти вот летние покатушки, столько туда машин идет, туда и оттуда. Не просто в выходные даже, мне кажется, каждый день. Вот этот вот ужас весь. Ну да ладно. Когда-нибудь сделают, что-то я не видела этот информационный щит. Когда окончание.
машин поморгали нам, что гаишники стоят. И где они, интересно, Там стоят? на пятаке. Да? А что так моргать-то далеко? За 10 километров. Стоят всех подряд, тормозят. Девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 8 ребят. 9. О, бежит к нам. Бежит. Бежит. Добрый день. Здравствуйте. Инспектор ДПС, младший лейтенант полиции говорит. Ага. Можете забрать. Все, всего хорошего. До Спасибо. свидания. До свидания. Ну все, мальчик подошел с улыбкой на лице, проверил документы, пожелал счастливого пути. И мы Прицеп оформлен, попутили дальше. права есть. Страховка есть. Тонировку снял вчера. Да-да-да, в пятницу. кстати. Как чувствовал? Морда не красная. Соседа-то красная. Ну и вот, в принципе, все. Так что в нашем регионе пофиг, какие у тебя номера. Хоть крутые, хоть не крутые. Здесь Вообще, могут сейчас еще на том посту остановить. Да, здесь А, или мы раньше свернем. А, нет, нет, позже. Да. Могут. И туда, и обратно будешь ехать остановить. Как мы поехали в Уртудайду. Нас туда на Покровском там остановили. И на обратном пути эти же гаишники. Нормально вообще. Он забыл уже, что или мы Так ему у них, понравилось. блин, столько таких, как я. Поэтому тут товарищи на номера не смотрят. Как кто-то нам писал в комментариях. Конечно, у вас там блат в ГАИ, номера крутые. Ну, не такие уж они и крутые, 007. Вот были 000, тогда бы уж были крутые, да? 000 или ООО 000. И все куда-то едут и едут. Воскресенье, вечер. Воскресенье. Там бывает еще. Что он дергается? Не спрашивай, куда ехать. Нифига его колбасит прям. С телефоном сидит еще ля-ля. Раз уж мы поехали по Вилюйскому тракту, немножко сниму кусочек новых домов. Слушай, я даже не видела вот этот дом, если честно, первый, который стоит. Он еще не достроенный, что ли? Нет, достроенный вроде. Какой-то модный. Вот такие у нас дома строят в Якутске теперь. Ну, а трубы это вообще отдельная история. С ГРЭС-2, которые идут. Они мне напоминают игру Марио. Ту-ту-ту-ту-ту. Пиу! Да? Ага. Вот красивые, ну, блин, какие-то
конечно, у них там какие-то желтенькие штученьки дизайнерские. Как классно приближает. Так. Вот такой дом. Вот там много домов. Небоскребы, небоскребы, видишь? Так, и сейчас там за Вилюйским кольцом тоже, наверное, видно будет новые дома. Не очень. Закрыли, что ли? Да. Ой, хо-хо. Ой, опять стучится. Кто-то к нам. Автосалон. Там был? Нет, нет, Ром. Не было. Скорая милиция. Все, окружная дорога. Здесь стоят все камеры, какие только можно. На ремни, каски, коляски, телефоны, патефоны и так далее. Видно будет, не видно 17-й квартал с другой стороны, со стороны окружной дороги. Сейчас там строятся даже многоэтажные дома, даже красивые. Тут вот зеленая крыша, это 27-я школа. И получается влево от нее там пошли новостройки. И сейчас мы на свою любимую космонавту свернем, где дома кривые стоят, в которых живут люди. Космонавтов. Знаете, тут люди, блин, живут и ходят. Ну, вот я говорю, хоть бы поливали, раз не могут сделать. Просто элементарно. Пустите 2 раза в день поливомойку эту, или как она там называется. Такая жара 30 градусов, через 10 минут она сухая. Нет, ну хорошенько пролить, чтобы прибило хотя бы на полдня. Надо мэрию вот сюда переселить. Да. Это с правой стороны дома. Лучше вот тут с левой стороны, который сгорел. Вот такие у нас дома стоят деревянные, двухэтажные. И в них тоже живут люди пока еще. Сейчас же что-то строится, наверное, когда-то все переселятся в большие каменные дома, в квартиры. Строек-то достаточно со всех сторон. Давай, на этом наше маленькое путешествие окончено.
Заезжаем на стоянку. И на этом сегодня все. Не забывайте поставить любую реакцию, оставить любой комментарий. Неважно, понравился вам фильм или не понравился. Мы будем рады каждому комментарию. Конечно же, кроме гневных. Пока!